Это полностью изрезанный ребенок. Вот здесь ожог. На теле 7-летней девочки не найти живого места, где бы ни было ссадины, ушиба, пореза, гематомы или укуса. Все тело маленькой Айши, так зовут девочку на видео, искалечено настолько, что даже опытные врачи поражены. Вот это все, они говорят, 2-3 дня. Это фликтемы. Эти, это 2-3 дня. Не бывает. Вот смотрите, на никакие. Эти, вот это что? Это укус, походу. Вот это укус. Айша поступила в республиканскую больницу накануне вечером. И после первых осмотров стало понятно, большинство травм в запущенном состоянии. Чудо, что в открытые необработанные раны не попала инфекция. У врача, который осматривает девочку, начинает дрожать голос в тот момент, когда он говорит, что Айше, возможно, придется ампутировать левую руку. Она при поступлении была холодной, на ней был жгут, в результате чего образовался тромб и нарушилось кровообращение. Смотри, вот рука, вот это, видишь, это холодная рука, ее надо ампутировать. Как спасти ребенка, ингушские врачи советовались с коллегами из Москвы и приняли решение провести операцию незамедлительно. Через несколько часов, без преувеличения, вся больница выдыхает. Руку удалось спасти. По крайней мере, шансы на то, что обойдется без ампутации, очень высоки. Рука уже начала менять свой цвет и потеплела. Состояние девочки соответствует послеоперационному. Стабильное тяжелое состояние. Хирурги вот сейчас проводили перевязки, манипуляции. Положительная динамика есть. Айшу привезли в республиканскую больницу из небольшого города Сунжи под Назранью. Там ее воспитывала родная тетя, причем без документов, которые бы устанавливали ее право на опеку. Однако то, что девочка жила сама по себе, без какого-либо внимания и заботы, сразу бросается в глаза. Как только Айшу окружили врачи, она моментально потянулась к ним. А ну тащите мороженое сюда, Айша. 35-летнюю тетю Айши, вот она на фото, уже задержали и опросили. В ближайшее время решат, заключат ли женщину под стражу. Именно ее следователи подозревают в издевательствах. Но сама она излагает свою версию. Якобы девочка получила травмы при падении в яму во дворе дома. Айша была не единственным ребенком в этой семье. Еще 2 несовершеннолетних родных детей 35-летней женщины изъяли в реабилитационный центр. Мною предложено прокурору проверить все отделы, численность детей, законность регистрации их, ответственность попечительских органов опеки районах, городов. Надо тщательно вникнуть во все проблемы детей. Власти Ингушетии после совещания со столичными специалистами организовали перелет в Москву. Доктора дали разрешение лететь обычным рейсом. Сейчас девочка в сопровождении реаниматологов и врачей медицины катастроф на пути в столицу. Ожидается, что самолет приземлится к 10 вечера. В Москве все готово к встрече Айши. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Здесь контролировать состояние девочки будет лично Леонид Рошаль. Светлана Андреева, Михаил Замошников и Анна Чигрова, НТВ.